Дружескими рукопожатиями и по-чеченски гостеприимно у трапа самолета встречают дорогого гостя. Для посла Египта в Россию этот визит в республику первый, и то, что он совпал со священным для всех мусульман месяцем, Ихаб Насер считает благим началом на пути налаживания тесных отношений с регионом. Ну а повод этого приезда особенно приятный. Совсем немного времени осталось до прибытия в столицу Чечни сборной Египта по футболу. Представитель арабской страны намерен ознакомиться с местами, где остановятся и будут тренироваться их футболисты. Я очень рад посетить сегодня Грозный. Рад, что наша команда будет в Грозном. Уверен, что команда и болельщики будут здесь приняты очень тепло. Ну а сегодня я приехал знакомиться с условиями размещения и тренировки наших футболистов. Также я планирую провести ряд встреч с местными властями. И, конечно, знакомство начинается с самого главного. Стадион Ахмат-Арена – один из самых посещаемых в России. Вместимость 30 тысяч человек. Гостю показывают и рассказывают, в каких условиях будет тренироваться сборная Египта в ходе чемпионата мира. В рамках базирования сборной Египта в Чеченской Республике у них будет одна открытая тренировка, где любой желающий в этот день могут посетить и полюбоваться техникой, игрой и тренировкой сборной Египта. В память о первом визите на Ахмат-Арену директор стадиона вручил гостю специальный подарок – медаль с изображением первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Очень рад получить от вас эту медаль. И я буду хранить его в отдельном месте, в самом хорошем месте. Ихаб Насер впечатлен. Стадион отвечает всем международным требованиям. Гость высоко оценил условия, которые здесь создали к приезду сборной. Много делегаций из Союза футболистов Египта посещали Чечню и заранее обсуждали организационные вопросы. Мы сегодня лично все посмотрели, и я доволен картиной. Думаю, нашей команде будет очень комфортно. Уверен, что все гости, зрители и, конечно же, Египет по достоинству оценят чеченское гостеприимство. И, конечно, вопрос, который волнует болельщиков не только египетских, но и миллионов фанатов со всего мира. А будет ли Мухаммад Салах? Сейчас он получает интенсивное лечение в Испании, и последние новости показывают, что он приедет и обрадует нас своим участием в чемпионате. По-моему, за его здоровье сейчас молятся 100 миллионов египтян и, конечно же, наши братья из Чеченской Республики. Следующим пунктом назначения стала гостиница «Локал». Здесь 130 апартаментов, но на первом этапе будут открыты только 90. Все они во время чемпионата будут забронированы египетской делегацией. Гостиничный комплекс также включает ресторан, парковку на 500 мест, крытый бассейн, торговый центр, теннисный корт, несколько конференц-залов и спа-центр. Увиденным посол остался доволен, это можно понять и по выученной фразе на русском языке. Огромное спасибо. Я думаю, что со всех точек зрения столицы Чеченской Республики, да и сам чеченский народ во главе со своим лидером Рамзаном Кадыровым готовы сегодня принять хоть несколько сборных, да, готовы проводить у себя матчи международного уровня, самого высокого, самого большого масштаба. Гостиница расположена в 10 километрах от аэропорта и 2 минутах ходьбы от стадиона Ахмат-Арена, где будут проходить тренировки команды. Удачное расположение объектов, можно сказать, одна из причин, почему египетская делегация выбрала именно этот отель. Помимо аккуратных зеленых насаждений, на территории гостиничного комплекса бросается в глаза преимущественно восточный стиль оформления. Особое внимание также уделяется сервису. Весь персонал проходил специальные тренинги. Ахмед Джабраилов, Магомед Закаров и Мурат Дутаев. Новости.